Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара и я его ведущая Нала Кови. Сегодня в программе. 27 января исполнилось ровно 82 года со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Сезон путины ежегодно приносит доход в государственный бюджет. Для ловли хамсы ежегодно устанавливается определенное время с декабря по март. 6500 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк за неполный январь 2026 года. На заснеженной Рице побывала и наша съемочная группа. СГБ пресекла деятельность иностранца, собиравшего данные о военных объектах Абхазии. Подробности в материале пресс-службы ведомства. В ходе работы по противодействию иностранным спецслужбам сотрудниками службы госбезопасности был доставлен в здание службы гражданин Великобритании Кулдип Сингх, который подозревается в возможной причастности к деятельности иностранной спецслужбы. Используя свои связи и контакты на территории Абхазии, он разрабатывал проект, который позволил бы ему получать данные о расположении населенных пунктов Абхазии, военных объектов и иной инфраструктуры. Меня зовут Кулдип Сингх. День рождения 17 ноября 1983, гражданин Великобритании. Кем вы работали на территории Великобритании? Я работал в 13,5 лет в отделе разведки лондонской полиции. Почему вы уволились с отдела разведки? Там была коррупция в нашей команде, и я покидал работу там. Далее, куда вы переехали жить? Я жил в России 10 месяцев, около 10 месяцев. После России я приехал в Грузию, и после Грузии я смотрел на интернет, есть территория Абхазия, я смотрел, и мне нравится, и потом я приехал здесь, в Абхазию. Чем вы занимаетесь на территории Республики Абхазия? Здесь я преподаю английский, я работаю в английской школе, и тоже у меня есть бизнес на бильярд. Вы законно находитесь на территории Республики Абхазия? Срок годности паспорта гражданина Великобритании истек, из-за чего документы или другие, или виза я не смог сделать. Согласно результатам представленных материалов, 26 января 2026 года Сухумским судом было принято решение о выдворении Кулдип Сингха с территории Республики Абхазия через контрольно-пропускной пункт Ингур. Итоги работы Госкомитета по экологии и природопользованию за 2025 год вице-премьер Вараздат Минасян обсудил с председателем комитета Савелием Читановым. В ходе совместных с погрануправлением ФСБ Российской Федерации рейдовых мероприятий были изъяты браконьерские орудия лова, сети общей длины в 320 метров. В течение года проводились проверки работ недродобывающих предприятий, территорий лесничеств и национальных парков, гостиниц, отелей, гостевых домов. По фактам выявленных нарушений составлено 68 протоколов, вынесено 68 постановлений. Общая сумма штрафа составила 194 400 рублей. Также вынесены постановления за нанесение ущерба окружающей среде. Сумма штрафа составила 5 268 000 рублей. Савелий Читанов проинформировал, что продолжается работа совместно с Минприроды РФ по реализации проекта по реинтродукции горных зубров в Схугумистинском заповеднике. Также в летнее время на постоянной основе проводится мониторинг самшитовых насаждений вдоль Рицинской трассы в бассейне реки Бзыбь, единственном месте в Абхазии, где сумели сохранить самшит от повреждений огневкой. На встрече также обсудили подготовку нормативно-правовых актов в сфере экологии и охраны природы. Сезон рыбной путины в разгаре. Процесс промысла хамсы начался в республике в первой декаде декабря и продлится до марта. Традиционно с промыслом рыбы связан и запах, распространяющийся на побережье. Причина – деятельность рыбоперерабатывающих заводов, которые производят рыбную муку и рыбий жир. Дамия Акшба продолжит тему. В этом году допустимый улов хамсы, установленный Кабинетом министров, составляет 35 тысяч тонн. С начала сезона уже выловлено свыше 18 тысяч тонн рыбы. Сезон путины приносит существенный доход в государственный бюджет. Для ловли хамсы ежегодно устанавливается определенное время.
традиционно с декабря по март месяц. Выловленную рыбу отправляют на экспорт, а также сдают на рыбоперерабатывающие заводы, которых в республике 10. Следует отметить, что в этом году экспорт запрещен. Создается штаб круглосуточного дежурства. Всем кораблям, всем капитанам выдается в штабе рыбной путины промысловый журнал, в который необходимо вносить все действия капитана, начиная от ловли, добычи и транспортировки рыбы. И это все пересылается или сообщается в штаб. Штаб ежегодно, ежедневно представляется вот такая вот сводка добытой рыбы по каждому заводу. Безусловно, рыболовные корабли должны следовать установленным правилам. Периодически проводят контрольно-инспекционные мероприятия, как на заводах, так и на море. Экологи совместно с пограноуправлением ФСБ России проводят рейдовые мероприятия. В море выходят на российских военных кораблях и на месте промысла выборочно проводят проверку, как ловцов, так и транспортных судов. В этом году из 20 кораблей, которые получили разрешение на рыбалку, у 11 в начале сезона путины были выявлены нарушения. Поэтому их работа была приостановлена на 2 дня. Ловля рыбы в водах Абхазии разрешена не более 500 метров от берега, а также рыбаки должны использовать специальный кошельковый невод. В случае нарушения правил их ждут штрафы. Правила не меняются, главное, чтобы их соблюдали. По правилам рыболовства определяется запретной зоной. Запретными зонами являются устья всех крупных рек. Запретной зоной является акватория от траверза реки Алзга до государственной границы реки Ингур, ввиду того, что это заповедная зона. Но если промысел нормальный идет, добыча рыбы разрешена на всей акватории, не приближаясь к морскому берегу 500 метров. То есть ближе 500 метров от берега нельзя производить лов. Рыбоперерабатывающие заводы производят рыбную муку, которую используют в качестве удобрений и корма, а также рыбий жир. С деятельностью заводов связан и рыбий запах, распространяющийся вдоль побережья. Как отметил Савелий Читанава, еще до начала сезона на заводах заменили фильтры, благодаря чему запаха должно быть меньше. Дамей Акашпа, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. 32 тысячи тонн мандаринов экспортировано в Россию с начала цитрусового сезона. Поставки за аналогичный период прошлого сезона составили 37,5 тысяч тонн, сообщили в ГТК. Кроме того, из республики на российские рынки поставляют фихуа, лимоны, апельсины и хурму. По прогнозам Минсельхоза, до конца сезона из Абхазии экспортируют около 33 тысяч тонн мандаринов. Чтить и помнить. 27 января исполнилось ровно 82 года со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Город на Неве защищали более 600 уроженцев из Абхазии. Передавать истории героев из поколения в поколение важно. В столичных школах в годовщину снятия блокады Ленинграда учащимися показали документальные фильмы журналистов РТ-ДОК. Подробности в материале Гугуцы Вардания. Память о дедах и прадедах, о тех, кто защищал и бился за мирное небо над головой. Урок истории в 13-й столичной школе в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады советскими войсками начался с просмотра документального фильма журналистов РТ-ДОК «Живые строки войны». Живые строки войны, найти солдата, вспоминая блокадный Ленинград, 872 дня ада. Все эти фильмы посвящены обороне города, жителям и солдатам, защищавшим его. Документальное кино в эти дни при поддержке Россотрудничества на уроках истории также посмотрели учащиеся 11, 12, 14 и 9 школ. Картины рассказывают о героях, о тех, чьи подвиги бессмертны, о борьбе на земле, в небе и на воде, и о том, что война не закончена, пока не захоронен последний солдат. После Великой Отечественной войны без вести пропавшими считаются тысячи советских воинов. Поиски их останков до сих пор продолжаются. Важно помнить, чтить и передавать эту память молодому поколению. Мы не должны никогда забывать, через что они проходили, через какой труд. Вклад принесли большой
Хоть было много потерь, но зато они через кровь, через раны пришли к победе. Мы ни в коем случае не должны это забывать. Этот фильм произвел очень большое впечатление на меня. Об этом ни в коем случае нельзя забывать. Иначе такое может повториться. Было много показано семьи, которые потеряли своих родных в войне. Остатки их родственников, родителей нашли. И похоронили их достойно, почестями. В обороне города принимали участие представители практически всех национальностей Советского Союза. Достойное место в общем ряду воинов-победителей занимают и абхазы. Город на Неве защищали более 600 уроженцев маленькой республики. Летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, моряки и другие солдаты. В первую очередь я хотела поблагодарить те, которые нам прислали уже это видео, готовый материал. Это очень полезно, интересно и познавательно для детей. Несмотря на то, что Абхазия была по численности маленькой, да, огромное количество жителей ушли на фронт. Огромный вклад, конечно, они внесли, потому что все тогда было сделано для фронта. Уходили на войну мужчины, женщины. Героев у нас немало, 22 героя. Среди абхазов, защищавших Ленинград, Назибе Амиркечипа, Алексей Адзинба, Миро Дампар, Владимир Бегвава, Зинаида Куртаглы, Мэри Авицба, Шамиль Акузба, Григорий Канджария, Шамиль Авицба, Хакибе Айба, Рахман Дарсалия, Нури Ахуба и многие другие бойцы из Абхазии, чьи имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны. Гугу Цавардания, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Часть программы Международного фестиваля молодежи в 2026 году впервые пройдет в Абхазии. Решение об этом было принято 27 января в Москве на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению фестиваля под председательством первого замруководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Об этом сообщается на сайте Росмолодежи. Международный фестиваль молодежи пройдет в этом году в Екатеринбурге 11-17 сентября и объединит 10 тысяч молодых людей из 190 стран мира. Региональная программа состоится в 30 регионах России и в Абхазии. Фестиваль соберет лучших представителей креативных индустрий, государственного управления, науки и технологий, спорта, предпринимательства, медиа и социального сектора. 6500 человек посетили Рицинский национальный реликтовый парк за неполный январь 2026 года. Сейчас на Рице лежит снег, и озеро похоже на пейзажи из сказки, увидеть которые спешат и жители, и гости республики. На заснеженной Рице побывала Аэлита Рутинян. Озеро Рица – завораживающее творение природы как в летний, так и в зимний период. Туристы приезжают сюда за хорошими впечатлениями и теплыми воспоминаниями, которые, конечно же, останутся с ними на долгое-долгое время. Я думаю, что я надолго запомню эту поездку и обязательно попробую сюда еще раз вернуться. Привезу сувениры родителям и друзьям. Больше всего меня поражает масштаб вообще огромных гор, огромное озеро. Мне здесь очень понравилось, и мне жаль, что нам приходится так быстро уехать отсюда. У нас время поджимает, и я бы с радостью здесь даже на ночевку осталась. Честно, мне до сих пор не верится. Я всегда очень хотела побывать в Абхазии, на Рице. Хотелось бы запомнить каждый момент. Больше насладиться красотами. Если у меня будет возможность, я обязательно приеду еще раз на Рицу. Я думаю, возможность будет. В таком месте на самом деле дышится совсем иначе. То есть мы в Калининграде, не сказать, что это очень загруженный город, но вместе с тем там много автомобилей. Здесь же чувствуется, что воздух очень чистый, красивый. Здесь почему-то я ощущаю себя как дома. То есть я первый раз приехал в Сочи, но не первый раз в горах. Я был до этого в Горном Алтае, и каждый раз очень теплые, комфортные люди, все открытые, душевные, всегда улыбаются, поэтому мне очень приятно здесь, мне здесь очень сильно нравится. За каждым счастливым воспоминанием гостей об этом необычном месте стоит кропотливый труд инспекторов лесного хозяйства, которых здесь 45 человек. Тенгиз Джергения, главный лесничий территории Рицинского реликтового национального парка, отмечает, что работа идет круглогодично.
Это все те ребята, которые разбросаны по всей территории национального парка. У нас это идет самая верхняя зона, это Аватхара, Рица, Гега, Куджба и плюс вдоль дороги. У нас есть на каждом объекте дом лесника, как называется, дом-кордон, где ребята работают посменно. Наша задача – безопасность, в первую очередь, туриста. Вторая – это то, что мы должны обеспечить им непосредственно заезд и выезд, безопасность их, которую мы контролируем. Это, не дай бог, дерево упало, камни попадали, контролируется дорога. Вот. Это по всей территории национального парка. Озеро Рица ледниково-тектонического происхождения. Оно расположено на высоте 950 метров над уровнем моря в бассейне реки Бзыбь, в глубоком лесистом ущелье рек Лашипсе и Юбшары, к востоку от Гагарского хребта. Такое место, как Рицинский реликтовый национальный парк – подарок природы, который необходимо беречь всеми силами. Задача стоит еще и охрана окружающей среды, это охрана, естественно, диких животных, который запрет стоит полностью на территории национального парка. Во время нереста у нас ограничения по рыбной ловле. Вот. А так любительская рыбалка у нас вот открыта буквально пару дней тому назад. Задача стоит такая у всех одинаково по всей территории. В озеро Рица впадает 6 рек, а вытекает только одна – Юбшара. Тенгиз Джергени отметил, что подготовка к зимнему периоду сложнее, чем к летнему. Вся зима сложная, да, потому что к летнему сезону мы весной подготавливаемся, просто идет общий контроль. Вот, а к зимнему оно сложнее, потому что у нас горы, это горы, как-никак. У нас, мы все знаем, что сейчас спустимся на берег моря, там у нас солнце, там у нас теплее. Здесь видите, какая ситуация сейчас. Непредвиденные осадки у нас бывают такие, что может до метра снега за сутки выпасть. И вот это неуспевание, то, что не то, что с техникой, то, что физически не успеваешь из-за условий погодных. Вот, естественно, зимой намного сложнее. Адамур Багателия, директор Рицинского реликтового национального парка, рассказал, что главная работа зимой – расчистка дорожной инфраструктуры. Специалисты делают все возможное, чтобы обеспечить максимально комфортные условия для посетителей парка. На мой взгляд, дорога в отличном состоянии. По необходимости отсыпается песок. Мы уже 100 кубометров песка высыпали на всей протяженности. Мы все будем делать для того, чтобы любой желающий мог бы попасть на озеро Рица. За неполный январь 2026 года посещения туристов составили 6,5 тысяч человек. На 500 больше, чем в прошлом году. Даже несмотря на то, что национальный парк из-за непогоды был закрыт на 4-5 дней. Также, помимо существующей опасности частого схода лавин, присутствует и проблема заторов. В советское время сюда в основном поднимали туристов организованно на автобусах. А сейчас времена поменялись. Очень много частного собственного транспорта. А площадок для парковок транспорта уже не хватает. Но над этой проблемой мы думаем, это мы обсуждаем с руководством страны и так далее. Я надеюсь, и эта проблема тоже будет снята. Неважно, приезжать в Рицинский национальный парк зимой или летом, он всегда поражает красотой природы и величием. Аэлита Арутюняна, Адам Рджения, Абхазское телевидение. По поручению мэра столицы Тимура Агрба у Республиканской детской больницы началось благоустройство парковочной зоны. Ведется расчистка территории с целью дальнейшего обустройства парковочных мест. Парковочная зона у детской больницы находилась в неудовлетворительном состоянии. В период дождей образовывались лужи из-за отсутствия должного водоотвода. Все это создавало ряд неудобств для граждан. У памятника Ефрему Эшба в столице начались плановые работы по очистке и благоустройству. Сотрудники коммунальных служб проводят комплексную уборку территории вокруг памятника, удаляют загрязнения с постамента. Также производится перекладка просевшей тротуарной плитки. Цель этих мероприятий не только привести монумент в порядок, но и подчеркнуть уважительное отношение к историческому наследию и памяти человека, сыгравшего значимую роль в жизни нашей страны, отметил глава администрации Сухумай Тимур
Агрба. Работы планируется завершить к 7 марта, дню рождения видного государственного деятеля. В этот день здесь традиционно соберется общественность, чтобы почтить память Ефрема Эшпа. А теперь о погоде в ближайшие дни. В среду, 28 января, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 9 градусов. Абриала Охапия Хадыра, трекур программа Харкушоп Нацхаб Хафюайт Абзирас.